Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна, і гостем цієї ефірної години буде Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу. Мустафа, доброго вечора вам. Доброго. На жаль, сьогодні сумний день, так само, як і напередодні. Сьогодні жалоба усього кримсько-татарського і українського народу, тому що сьогодні у Криму прощалися із ветераном кримсько-татарського національного руху Веджіє Кашка. Їй було 83 роки. Їй стало погано напередодні під час затримання російськими силовиками. Коли вони затримували 3 кримсько-татарських активістів, і так само намагалися затримати Веджіє Кашка. Жінку забрала швидка, і вона померла, не доїхавши до лікарні. Що це була за легендарна жінка, ми можемо побачити далі у сюжеті. 83-річної Веджіє Кашка зупинилися вчора у кареті швидкої. У момент арешту активістів у кафе в центрі Сімферополя їй стало зле. Своє життя Веджіє Кашка віддала за кращу долю свого народу. Вона до останнього боролася за повернення кримських татар на батьківщину. Спасибо народу. Спокон веков мать боролась собрать народ. Сейчас видно, что мать боролась и в борьбе умерла. И народ все-таки собрала. Веджіє Кашка народилася в Криму. В 9-річному віці її разом з родиною депортували. Починаючи з 50-х років, вона стала активною учасницею національного руху. Вона одна з перших, хто відкрив шлях до батьківщини багатьом співвітчизникам. Справжній воїн кримсько-татарського народу в період анексії відверто висловлювала свою позицію. Одна з перших прийшла під стіни телеканалу АТР, коли окупант заборонив мовлення. Приходила на кожне засідання суду, щоб підтримати політв'язнів. Її слова в одному з останніх інтерв'ю нині для кримських татар звучить як настанова і заповідь. Ми не повинні нині розділятися. Хтось думає про роботу, хтось турбується про здоров'я. Ні. Ні, народе, не це наше завдання. Найважливіше для нас всіх – це батьківщина. Для всіх нас батьківщина одна. Батьківщина не продається. Народ не продається. Віддати шану Веджіє Ханум приїхали понад 4 тисяч кримських татар з різних куточків Криму. Провели спільну молитву. Ільвіна Сідбулаєва, Заман, АТР. Мустафа, я переконана, у вас є що додати про цю жінку, що розповісти про неї. Прошу. Я ее очень долгие годы знаю, еще в 60-е годы, когда я жил, полгода я жил у Петра Григоренко в Москве. Она приезжала из Крыма, приносила им информацию о том, что какие беззакония творятся против крымских татар, которые возвращаются на родину. А после моего ареста она очень тоже выступала в мою защиту вместе с Андреем Сахаровым. Одним словом, эта женщина огромного мужества, такая вот, и в то же время такая добрая, чуткая. Ее любили все. Я не знаю, у нее не было вообще врагов. Может быть, кто-то и там был настроен против нее, по крайней мере, никто так ее не высказывался. Не было какого-либо там значительного события, где бы Веджіє Кашка не участвовала. Она действительно такой пример мужества, которым могут позавидовать многие мужчины. И вообще-то у нас сейчас в Крыму эти аресты, обыски, беззакония, они стали таким будничным явлением, что уже как-то и мало фиксируется. Но то, что произошло вчера, это действительно, как сказал Рифат Чубаров, это убийство. Но обыски могут быть, при советской власти тоже проводились обыски. Можно же как-то проводить нормально, подойти, сказать, вот мы с таких-то органов, наша фамилия такое-то, мы расследуем то-то, то-то. А не так по-зверски, по-дикому, с этим воем, с криком набрасываться на людей, всех на пол. Где они это увидели? Фильмов насмотрелись или что? Где в законах у них такое есть? Непонятно. И поэтому вполне справедливо, я думаю, прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве квалифицирует это как умышленное убийство.
И я думаю, за это придется им ответить. Если не сегодня, не завтра, то послезавтра. Для крымско-татарского народа это большая потеря. Конечно, она в возрасте, она так или иначе, наверное, в ближайшие годы покинула бы жизнь, этот мир, но оккупанты попросту ей сократили жизнь. Мы ее 3 года, у нее вообще состояние здоровья было очень такое шаткое. Мы 3 месяца до этого, до вот этих событий лечили в Турции. И она уже пришла в себя, уже опять была полна энергии. Ну и вот этот вот случай. И очень показательно то, что на похороны Виджия Кашка собралось так много народу. И очень показательно также то, что те люди, которые сейчас, ну, их очень мало, слава богу, вот эти, которые сотрудничают с оккупантом, были с позором выгнаны с похорон. Вообще, знаете, вот крымско-татарское национальное движение никогда не прибегало к насилию. Но у нас есть такое вот очень эффективное средство – отторгать подонков от своего сообщества. И вот сегодня, когда эти люди, там, Скандер, Белялов, еще кто-то там пришли, хотели стать в ряд с нормальными людьми, их просто оттуда с позором выгнали. Он бы вообще не посмел бы прийти в дом Виджия Кашка, когда она была при жизни. А так сейчас, видимо, решил, ее нет, и к ней никто не отреагирует. Хорошо отреагировали. Вечная память этому великому человеку, нашему Виджия Кашка. И, конечно же, ее многие-многие годы будут помнить. Мустафа, новості із Криму, новини з Криму, які надходять, частота їхня і те, що чиниться, воно дійсно дуже важко проживається і там, і тут. Але на вашу думку, навіщо Росія це робить? Навіщо? Яка кінцева мета? Це, знаєте, просто тримати народ у страху, витіснити з рідної землі. Навіщо це робиться? Ну, вообще-то, в Крыму репрессии против всех, кто в той или иной форме выступает против оккупации, выражает свою точку зрения. Но поскольку крымско-татарский народ практически весь не приемлет оккупацию, то больше всех репрессий на крымских татар. Ну, арестовывают, конечно, и других людей, других национальностей. Но в процентном отношении, хотя крымские татары составляют где-то 13% населения полуострова, число репрессий многократно выше, чем процент их в населении. Основная задача, конечно, чтобы жители Крыма и, в первую очередь, представители коренного народа стали верными холопами Путина. Ну, сделать так же, как, скажем, ему удалось сделать в Чечне. Поставить там своего Кадырова, и чтобы все в страхе перед режимом говорили, или там на выборах голосовали за Путина, 110% за него. Но в Крыму у него не получается и не получится, потому что у национального движения крымских татар очень богатый опыт сопротивления вот этим тоталитарным режимам. И путинский режим уже понял, что с крымскими татарами они не договорятся. Изначально, вообще, как я располагаю информацией, уже в первые дни оккупации у них было, вот, обсуждали 2 стратегии. Одна стратегия сводилась к тому, что надо купить там руководителей Меджлиса, дать им должности, кому-то деньгами одарить. Потом еще они срочно тогда приняли постановление о гарантиях прав крымско-татарского народа, где говорили, что крымские татары в структурах власти после оккупации будут не менее 20%, признавали и Меджлис, и Курултай крымско-татарского народа. Расчет был на то, что вот мы купимся на это и признаем оккупацию, а потом уже дальше они будут делать свое. Не получилось. А вторая точка зрения, по-моему, его отстаивал Сурков, они сводилась к тому, что с крымскими татарами невозможно договориться, и надо действовать традиционными методами. Репрессии. Там. И, собственно говоря, уже через несколько месяцев после оккупации они начали вот это, здійснювать вот всю политику.
запрет на въезд кое-каким лидерам, кого-то выдворяли. И тотальный вот такой вот террор. Наверное, это так и будет продолжаться. Но основная задача, так я смотрю, у них же какие-то беспричинные обыски. Вот приходят с обыском, хотя и двери открыты, они ее выламывают, хотя можно войти нормально через дверь, а не через забор. Все в масках, всех на пол. Со стороны создается впечатление, что вот они накрыли какую-то там разбойничью группировку. Основная задача, они, приходя вот в тот или иной дом с обыском, они заведомо знают, что они ничего там нету. Но задача заключается, чтобы навести страх. И то, что там задерживают и людей, которые пришли посмотреть, чего это они, почему проводят обыск. До последнего времени, вот если следить за прессой, в России удивляются вот на этих форумах, как это так, крымские татары во время обысков приходят к своим соотечественникам. В России это уже представить невозможно, потому что сразу хватает. В Крыму пока это еще есть. И я думаю, что основная задача заключается в том, чтобы, ну, во-первых, заставить всех молчать, или говорить то, что нужно российской пропаганде, а второе и самое существенное – это заставить людей покинуть свою родину. Но они сейчас очень быстрыми темпами меняют демографическую ситуацию. Вот, я вчера только на Пятом канале говорил, это точные сведения, не менее 250 тысяч людей из пророссийских таких, ну, из этих бандформирований Луганской, Донецкой области вместе с их семьями привезли в Крым. И кроме того, не менее 300-400 тысяч еще привезли из материковой части России, преимущественно военных, с их семьями. Вот сейчас обычно вот говорят, вот там в Крыму разворачивается широкое жилищное строительство для военных, для переселенцев. Если что-то строится, в первую очередь вот для вот этих новых поселенцев. То есть эта страна в отношении своего народа тоже совершает преступления. Вот эти люди, которых они привозят, им же снова придется уезжать оттуда. Никто же им украинского гражданства после деоккупации давать не будет. Если они совершили какие-то действия против украинских граждан, они еще и будут нести ответственность. Но российское руководство сознательно делает своих граждан подельниками своего преступления. Вот в чем все. И вот эти действия в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, подписанной 8 августа 1949 года, о статусе оккупированных территорий, входит в разряд военних преступлений. За это России придется отвечать. Ви висловили думку щодо того, що Росія намагається витіснити корінний народ зі своєї землі. Аналогічну думку напередодні ми обговорювали події у Криму з Айдером Муждабаєвим і Мавілей Дегерменджи. І він так само говорив про те, що дійсно Росія намагається перетворити кримськотатарський народ на переселенців, щоб люди масово залишали територію анексованого півострова. Як гадаєте, це може відбутися? Чи готові люди знову залишити? Ми маємо вже приклад в історії, депортацію кримськотатарського народу. Як гадаєте, чи повториться історія знову? Ну, депортация, выселение, переезд, эмиграция крымских татар, начиная с 1783 года, были большие волны. И действительно люди, спасая свою жизнь, свой уклад, уходили от режима совершенно неприемлемого для их жизни. Я думаю, тогда это была большой ошибкой. Кстати говоря, там была, насколько мы сейчас располагаем, и потом еще в 20-е годы публиковали материалы о том, как российские власти через свою специальную агентуру вели агитацию среди крымских татар на эмиграцию. Тогда тоже была политика очищения Крыма от, как выражался Потемкин, от басурман. Сейчас крымские татары очень решительно настроены на том, чтобы ни в коем случае не покидать свою родину. Хотя, конечно, вот такие вот выкрадывания, убийства людей, аресты, такая духота, она вынуждает людей. По нашим оценкам, ну, не менее около 20 тысяч крымских татар уже покинули
20 тысяч, в общем-то, вроде бы не такая уж большая цифра, но для маленького народа крымско-татарского, малочисленного крымско-татарского народа, это все-таки где-то 7-8% уже населения крымско-татарского. Как будет дальше? Ну, мы отсюда постоянно призываем, что так или иначе Крым будет освобожден, и поэтому не надо покидать. Здесь, чтобы остановить вот эту вот миграцию, очень важна, конечно, широкая мировая поддержка, чтобы у людей была уверенность, что они обязательно, эти оккупанты, уйдут, что так всегда продолжаться не будет. Если у людей будет уверенность в том, что, скажем, русские уже здесь навсегда, и каких-либо надежд на нормальную жизнь уже нет, то это, конечно, вынуждает к эмиграции. Но пока у людей теплится надежда, или у многих есть уверенность, что Крым все-таки будет освобожден, вот этой массового виїзду не будет. Якраз після вчорашніх подій у заяві Рефата Чубарова він говорив про те, що Меджліс кримськотатарського народу закликає Україну покарати причетних до смерті Беджія Кашка, а світ посилити тиск на Росію. І ви також зазначили, що саме міжнародна спільнота має долучатися до цього процесу. Що світ може зробити для кримських татар, як гадаєте? Які, можливо, є дипломатичні шляхи? Защитить права, будь то крымских татар или других украинцев, которые отстаивают свою честь и достоинство оккупированной территории, практически невозможно. Да, мы будем говорить о том, что были постоянные миссии международных организаций, Россия будет это отвергать. Поэтому, да, мы будем требовать добиваться освобождения кого-то там, а на следующий день Путин будет арестовывать вдвое, десятки раз больше. Поэтому радикального какого-то вот изменения ситуации с правами человека международное сообщество в условиях оккупации сделать не сможет. Ведь само российское государство, оно не демократическое, оно тоталитарное, оно террористическое. И она пришла в Крым не для того, чтобы создавать там остров демократии. И по всем параметрам ситуация с правами человека, с соблюдением закона, пусть даже и российского, в оккупированном Крыму намного хуже, чем в той же самой Москве или Санкт-Петербурге. И так оно, видимо, и будет продолжаться, и поэтому правильно Порошенко сказал недавно в связи со смертью Беджия Кашка, что единственным способом защиты прав крымских татар, и в том числе и других людей, это освобождение Крыма от оккупации. А для этого нужно, конечно, мобилизация всего мирового сообщества. И меня очень удовлетворило заявление Дональда Туска по поводу в связи со смертью Беджия Кашка. Он выразил такую твердую решимость, что оккупация Крыма никогда не будет признаваться и будет делаться все для того, чтобы освободить Крым от оккупантов. Чи достатньо, на вашу думку, зусиль докладає Україна і для захисту своїх громадян на території півострова, і для деокупації? Я бы сказал так, что недостаточно, но она делает то, что может. Потому что возможности украинского государства довольно-таки ограниченные. Ведь у Украины проблема не только Крым, но еще и есть Донецк, Луганск, еще очень много-много государственных проблем. Но, слава богу, хоть довольно существенное внимание уделяется, в первую очередь со стороны президента, Министерства иностранных дел. Во всех вот этих выступлениях, встречах на международных форумах президент Порошенко и Павло Климкин все время говорят о проблеме Крыма. Но пока нам не удается создать какую-то мощную платформу, куда могли бы заставить прийти Россию и вести уже переговоры о деоккупации. Для этого, конечно, нужны такие сильные страны, чтобы были подключены, как Соединенные Штаты, как Великобритания, ну, страны, подписанты Варшавского, Будапештского меморандума. И их требования должны быть подкреплены очень мощными такими экономическими аргументами, чтобы могли они этими своими аргументами заставить Россию сесть за стол переговоров.
Ну и самое существенное, конечно, для нас это усиление санкций, экономических санкций, повсеместной изоляции России со всех международных площадок, с тем, чтобы заставить эту страну считаться с международным правом. Я хочу зараз додати інформації. Антон Наумлюк, журналіст, повідомляє у своєму Фейсбуці про те, що затриманих напередодні кримських татар посадили під варту. Так званий суд в окупованому Росією Криму арештував на 2 місяці 4 кримських татар, яких напередодні затримали ФСБшники. За його словами, це рішення безпосередньо, як я зазначила, на 2 місяці до 15 січня 2018 року ув'язнені Казим Аметов, Асан Чапух, Руслан Трубач і Бекир Деграменджи. Мустафа, ці затримання, вони відбуваються постійно. Чи можна передбачити, до кого можуть прийти наступного ранку? Чи це переслідування хаотичне? Знаете, вот мы отслеживали, кого они, скажем, выкрадывали и убивали. Это не обязательно активисты, самые такие топовые активисты национального движения, не члены Меджлиса крымско-татарского народа. Ну, там, скажем, вот это Асанов, потом которого нашли повешенным, повесили его, конечно, ФСБшники, просто блогер был, потому что там, ну, высказывался в своем Фейсбуке, писал то, что там, скажем, не очень нравится оккупантам. Но если вот всех вот таких, кто что-то там пишет, выкрадывать и убивать, то уже там счет был бы на 1000. Но они вот так вот делают выборочно для того, чтобы посеять страх, чтобы ни у кого не было уверенности, что он защищен, что завтра могут за ним прийти, чтобы все было такое полное спокойствие, как на кладбище. Пока оккупантам это не удается, я думаю, не удастся, поскольку, как я говорил, у крымских татар уж богатый опыт сопротивления тоталитарным режимам. Но какого-то, скажем, ослабления, либерализации ожидать не приходится. Потому что тоталитарные оккупационные режимы могут держаться только на насилии. Если там будет демократия, если там каждый может высказать свою точку зрения, они там не продержатся. Вот единственный метод для них – это репрессии. И, с одной стороны, она даже хорошо, что вот они так неумно, топорно делают, потому что они демонстрируют свою суть и сообществу крымскому, и мировому сообществу. Що має відбутися для того, щоб бодай припинилися репресії? Только освобождение, больше другого нет. Є зараз якийсь механізм, до прикладу, в української влади звільнення, деокупації Криму? Ну, какого-то четкого плана, вот, чтобы вот, пошагово, чтобы она в конечном счете привело, нету, конечно, и не может быть. Если бы это было, мы бы это давно сделали. Просто у Украины сейчас, мы же отвергли силовой способ звільнення нашей країни, но в основном делаем упор на дипломатические, на санкционные, на экономические методы. В конечном счете они должны привести. Но вообще-то, если говорить о, скажем, с точки зрения россиян, что было бы целесообразно для этого государства в нынешней ситуации, то, конечно, лучше всего быстрее уйти оттуда. Потому что каждый день пребывания оккупантов на нашей земле – это дополнительный ущерб для самого же российского государства. Вообще говорят, что, ну, наверное, никто не смог бы нанести столько ущерба российскому государству, как это сделал сам Путин, путем вот этой оккупации, путем своего поведения в отношении Украины. Сказать, когда произойдет деоккупация, когда там все нормально изменится, этого никто не может сказать, но это, как правило, вот эти тоталитарные режимы, они же распадаются мгновенно и совершенно неожиданно. Советская власть до самого последнего момента вела себя так, как будто бы она еще веками продержится. Ну, раз поступила, и вдруг сообщили, что уже нет Советского Союза.
Ну, я думаю, что освобождение Крыма произойдет примерно так же, как, скажем, про освобождение Ахтема Чайгоза и Ильмы Умерова. Ахтем Чайгоз уже готовился, свои манатки собирал там где-то там на Ямал или там в Сибирь. И открываются двери, говорят, мы свободны, достигнута договоренность между Турцией и Россией. Я думаю, примерно в таком же ракурсе будет и освобождение Крыма. На якій стадії зараз знаходиться створення кримсько-татарської автономії? Ну, сегодня как раз-таки я сюда въехал из рабочей комиссии по разработке изменений в 10 главу Конституции Украины, касающейся статуса Крыма. Сейчас речь идет о том, что Крым будет называться Крымской автономией. Не республика, не автономная республика, а Крымская автономия. И не Крымско-Татарская республика. Но там заложены механизмы, в первую очередь, это там в преамбуле говорится, что крымская автономия ДЖРЛМ для создания крымской автономии является право крымско-татарского народа, як коренного народа Украины, на самовызначение своей исторической батьковщины. Второе, самое существенное, там предусмотрено гарантированное представительство коренного народа в структурах влады. В первую очередь в представительных органах влады, не менее 30%. И также гарантовано функционирование крымско-татарского языка в межах автономии наряду с государственной мовой. Ну, там еще кое-какие детали, над которыми работают, но я думаю, что если в такой вот форме будут приняты изменения, то это, конечно, очень значительный шаг, который надо было бы сделать незалежной Украине еще в 1991 году, на котором мы настаивали. Чому цього тоді не було зроблено? А потому что в структурах влады многим было наплевать на то, что было. Не было какой-то системной политики в отношении Крыма. Видишь, там как же происходило? О крымских татарах вспоминали только вот во время выборов. Крымских татар очень начинали любить, когда наступали выборы. Каждый приезжал, говорил, какие они хорошие, и вот просили за них проголосовать. А поскольку Курултай крымско-татарского народа всегда на своих сессиях принимал решение голосовать за демократические силы, а они не приходили к власти, приходили совсем другие, то мы или же были равнодушны для них, или, как при Януковиче, были очень там в числе врагов. Поэтому не решались никакие проблемы. И к тому же была постоянная оглядка на то, что скажет большой сосед, братская, так сказать, Россия. А оттуда, если проследить вот ихнюю пропаганду, то вот крымские татары создадут новую Чечню, потом стало новое Косово создадут, то ли еще что-то создадут. Все время было запугивание украинского сообщества с тем, что крымские татары что-то создадут для какую-то проблему для Украины. И в то же время они системно готовились к захвату этого полуострова. Якщо до захоплення півострова готувалися, чому тоді у той момент, коли Росія вже з'явилася на території півострова, ми не змогли захистити Крим? Ну, Россия же выбрала такой момент, когда практически у нас уже армии не было. Все годы правления Януковича, они были направлены на то, чтобы полностью уничтожить армию. На всех структурах власти там такая была инфильтрация российских спецслужб, она и сейчас, правда, есть, но хотя не в такой мере. Просто невозможно было. Они же действовали путем шакалов. Вот как ослабились, где можно что-то отхватить, вот они и бросились. Но вообще-то я думаю, что у них задача была, ну, если бы, скажем, Путин знал, как дальше будут развиваться события, я очень сомневаюсь, что он пошел бы на эту авантюру. Расчет же был на то, что вот эта власть, которая пришла после революции гидности, она не продержится. Они поставят там своего другого, какого-нибудь другого Януковича, и тот признает законность, так сказать, оккупации, и что между Россией и Украиной нет никаких проблем, и, соответственно, никаких санкций не должно было быть. Но не получилось. Они получили хороший отпор,
в первую очередь благодаря вот этим, хотя у нас армии тогда не было, были добровольческие батальоны, даже силами добровольческих батальонов нам удалось остановить оккупантов. И они дальше не смогли продвинуться. А теперь типа подавно не смогут силовым путем. Там сейчас, конечно, используют разные там механизмы по дискредитации власти, по дискредитации президента, там, подниманию вопроса там, о досрочных выборах. Но, тем не менее, уже для России поезд ушел. Они это не смогут сделать. В тих умовах, в яких відбувалася анексія, як ви гадаєте, тоді можна було вберегти Крим в складі України? Ну вот россияне, сейчас их пропаганда, особо у них конек, что Крым взяли без выстрела. Ну, правда, выстрелы были, они там немножко преувеличены, были убиты, но не такие масштабные, как можно было ожидать. Аргументы о том, что у нас недостаточно было сил для того, чтобы сопротивляться оккупантам, я думаю, они неубедительны, потому что когда, то есть, в землю вступает сапог чужого солдата, не принято считать их количество. Надо выполнять свой долг. У нас там было около, ну, по разным оценкам, от 7,8 до 20 тысяч вооруженных сил. И они, конечно, если бы были бы хорошо организованы и получили бы команду, они могли бы остановить там. Конечно, было бы кровопролитие. Но если говорить о том, что мы не хотим кровопролития, поэтому покидаем свою землю, встает вот другой вопрос. Вообще, для чего мы держим армию? Зачем она нужна? Ну, заходи каждый, мы же не хотим кровопролития. Это очень цинично, конечно, говорить о том, что пусть люди умирают. Ну, таковы законы жизни. Коль скоро ты государство, ты обязан защищать свои границы. Вот я все время вспоминаю, так скажем, как Турецкая республика отстаивала свою независимость. Все страны, там, по-моему, 7-8 государств все начали дербать. И национальное движение во главе с Кемалем Ататюрком на всех фронтах боролось. Да, погибло очень много людей, но они восстановили свою территориальную целостность и выгнали всех, кто пытался разделить Турецкую республику. Иначе нельзя. На жаль, ми зараз можемо лише говорити, дискутувати на тему того, чи можна було тоді це зробити, тому що зараз маємо анексію і маємо думати, як тепер повертати Крим. Ви знаєте, багато хто говорить про те, що Путін не віддасть Крим. І перспективи повернення півострова у багато кого, знаєте, вони викликають такі досить неоптимістичні прогнози. Як ви гадаєте, за каденції цього президента Російської Федерації, іншого, наступного, Росія за якихось умов віддасть Крим? За яких? Вот смотрите, то, что аннексия Крыма, оккупация Крыма никогда не будет признана мировым сообществом, и санкции в связи с оккупацией Крыма не будут сниматься, это однозначно понятно. И то, что Крым будет постоянным, в первую очередь, экономическим бременем для российского государства, а для жителей Крыма это будет загнивающий регион, как, скажем, Южная Осетия или там Абхазия, или там Приднестровье, это для всех понятно. Если бы, скажем, Путин думал о жителях этих захваченных территорий или хотя бы о престиже, о благополучии своего государства, самое умное было бы сказать, найти какую-то там возможность и уйти оттуда. Я вот несколько раз повторял, вот есть такая чеченская песня, там слова такие: «Ошибаются все, но только настоящий мужчина может сказать, я был неправ». Вот, к сожалению, в Кремле нет этих мужчин. Они все время будут отстаивать, что они все были правы. И это будет вести к катастрофе вот, самого российского государства. В конечном счете она приведет, я думаю, к развалу. А то, что долго ли или недолго продержится Путин, ну,
Саддам Хусейн тоже думал, что вот он вечный такой, по крайней мере, до конца своей жизни, а потом у него дети будут наследовать. Муаммар Каддафи тоже, видимо, так же думал. Ну, все они так думают, что вот все, вот у них все схвачено, у них там везде кругом свои люди, а потом получается, что не так. Я думаю, то же самое произойдет и с режимом Путина. Мустафа, я хочу вас запитати іще про відповідальність, про питання відповідальності за те, що зараз чиниться на території анексованого півострова. Понесуть відповідальність ті, хто це робить? Зокрема, і вище представництво російської влади коли-небудь? Разумеется, ну, я на эту тему как-то Рифат Чубаров говорил, он только сделал оговорку, что Поклонская вряд ли понесет ответственность, потому что у нее уже крыша поехала. А все, что там делается, очень системно фиксируется прокуратурой Автономной Республики Крым и национальным движением крымско-татарского народа, пофамильно. Вот как бы они там свои физиономии не скрывали этими масками, но кто, когда, куда пришел и чем он занимался, мы эту информацию системно собираем. И поэтому как за убийство Виджия Кашка, так и за другие преступления им придется отвечать. Высший топ вот этим преступникам, наверное, на Международном суде в Гааге придется отвечать, а другим здесь после деоккупации. Знаєте, якщо згадати про кримінальну справу щодо депортації кримських татар, там, де є Сталін, фігурують Берія, їхні поплічники, це розслідування до чогось призведе? Это так само тут попередньо, очень много было разных иронических замечаний, что там, дескать, предъявлять обвинения Сталину, Берии, там, ну, такая форма. Потому что, когда возбуждаешь уголовное дело, надо конкретных лиц называть. Но на самом деле, конечно, расследуется факт совершения преступления против целого народа. И это сейчас, насколько мне известно, успешно проводит Автономная Республика Крым, прокуратура республики. У нас там произошло несколько заседаний. Ну, не знаю, когда оно закончится. В конечном счете, собственно, Украина уже признала, что события 1944 года, депортация 1944 года, это было актом геноцида. Уже принято специальное постановление Верховной Рады. Вопрос только в том, чтобы сейчас теперь мировое сообщество, чтобы системно присоединялось к этому признанию. Мустафа, ви для кримсько-татарського народу і для тих, хто перебуває в Криму, один з тих людей, які дають надію на те, що Крим повернеться в Україну і що колись припиниться те, що наразі відбувається на території анексованого півострова. Нас дивляться у Криму, і я попрошу вас, якщо ви маєте що сказати тим людям, які зараз разом із нами переглядають цей ефір, скажіть, будь ласка, тому що це дуже важливо для них. Ви це знаєте як ніхто. Ну, собственно говоря, я очень часто по телевидению выступаю, общаюсь с своими соотечественниками, много людей приезжает сюда. Я, во-первых, хотел бы выразить восхищение своими соотечественниками. Во-первых, потому что у нас так мало оказалось подонков, которые сотрудничают с оккупантами. И вот такое единство поддержки своих соотечественников. Вот сегодняшние похороны Виджия Кашка, они показали, что насколько вот люди не страшась, хотя вокруг, вы видели, наверное, вокруг вот этой вот села, где проживала Виджия Кашка, там десятки автозаков, ОМОНовцы, никого это не испугало, они пришли, выполнили свой долг. И очень показательно, что они выталкивают из своей среды этих подонков, они сохраняют свое такое здоровое ядро нации. И если вот так они будут держаться, я думаю, оно будет так, то мы обязательно сохранимся как нация, мы обязательно увидим Крым свободным. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви завітали до нашої студії. Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу, був разом із нами цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Дочекайтеся, я з вами не прощаюся.